11 октября республика отметила свой главный праздник – День Республики Башкортостан. Торжественное собрание, посвященное 33-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете нашей республики, прошло в районном дворце культуры. На сцене Дворца культуры воспитанники детского сада. Пока еще неосознанно поют о большой любви к своей родине. Но простые слова в песне о нем, о родном крае. И именно с них начинается та самая большая любовь. День суверенитета Республики Башкортостан отмечается 11 октября 1990 года. Праздник ежегодно объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе нашего края, кто гордится его уникальной природой и славной историей, победами предшественников и достижениями современников. На протяжении многих веков, преодолевая трудности и сложные исторические процессы, Башкортостан сумел сохранить и приумножить многое. А самое важное – это многонациональное согласие и единство. Вынос же главных государственных символов – флага России, Башкортостана и Кармаскалинского района на торжественном собрании, как один из ярких моментов этого события. После прослушивания гимна с приветственным словом выступил глава администрации района Альфир Сабиров. Отдельное внимание Альфира Фархатовича к родным и близким героически погибших наших земляков в зоне специальной военной операции. Уважаемые друзья, сегодня мы не можем не вспомнить наших ребят, отдавших свою жизнь за мир в этой специальной военной операции. Их имена навсегда вписаны в историю нашей страны как героев. Памятник Парки Победы села Кармаскалы высажены ели. В школах, в которых они учились, установлены мемориальные доски. Каждый из них останется в наших сердцах. Обозначили в этот день и достижения, которых муниципалитет достиг в сфере образования, культуры, здравоохранения, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства. Планомерно решаем вопросы и стараемся двигаться вперед, стараясь обеспечить для наших жителей комфортные условия для проживания. При этом большой вклад в благоустройство территории вносят и сами кармаскалинцы. Приветственные слова поздравления прозвучали и от гостей торжественного собрания. Мы живем в прекрасной республике с древней историей, смело можем гордиться победами и достижениями наших предков. В свою очередь, мы, наш национальный народ, должны не только бережно хранить связь времен, чтить традиции, но и любить республику всем сердцем, честно трудиться во имя ее благополучия и процветания. На мероприятии были награждены люди с активной жизненной позицией, высоким профессионализмом и образцовым выполнением служебных обязанностей. О победах, достижениях и вкладе в развитие местности рассказала и праздничная выставка, размещенная в этот же день на втором этаже районного дворца культуры. Организаторы выставочной экспозиции уделили внимание не только вопросам поддержки участников специальной военной операции, но также рассказали о вкладе местных жителей в развитие сельских территорий. Особое внимание уделено было исторической дате – 265-летию села Кармаскалы. Кармаскалы свой юбилей встречает с хорошими показателями. В первую очередь, это я хочу отметить в плане дорожной деятельности. Ежегодно мы видим, как у нас развиваются и растут улицы. Соответственно, мы проводим ремонтные работы по обустройству гравийным покрытием. Хорошие показатели мы имеем сегодня по вводу жилья. Ежегодно у нас идет активное строительство жилья. Хорошие показатели в спорте у нас. Ежегодно даже, можно сказать, мы абсолютно чемпионы по самым спортивным играм. Активно идет выделение земельного участка. На выставке было представлено множество интересных экспонатов и произведений искусства, отражающих богатое наследие и культурное разнообразие не только села, но и района. Островок с изделиями ручной работы обустроила и семейная чета Газизовых из деревни Кабаково. Митхат Габдрахманович и Фаузия Хамитовна вместе 45 лет в счастливом браке вырастили 2 детей и радуются успехам 4 внуков. Они не считают годы в паспорте, а на протяжении многих лет наполняют свою жизнь яркими событиями.
Она поет в народном ансамбле «Ильсияр», а он аккомпанирует ей на тальянке. Эта дружная и невероятно талантливая пара всегда участвует в различных культурно-массовых мероприятиях и является большим примером для своих внуков. Хозяйствода сначала мен ауылда битен турам. Өзебезнең частный йорт белән малларда тотабыз. Буш вакытларда мен шундый ниләр белән заниматься итәм. Минем әтиләр шулай ясаган элекке көянтә, дуга, ат чаналар, чаналар вот әйтәм. Шуннан калган миңа аларны ясаган күрәдер имелек. Шулардан калган инде миңа бу ниләр. Авыл балалары инде авылда яшәдек. Менә гомер буена пенсияга кадәр читкә чыгып китәргә дигән теләк булмады. Шушы үзебезнең Башкортстанда туганбыз, шушында яшәдек. Балалар да үзебез белән шушында Кабакта яшәйләр. Оныклар да шунда. Татасы үрәтә инде күрсәтә, аларның үзләрендә теләкләре бар. Менә шул яратып шөгыльләнәләр инде. Биргә яраталар, партатасы гармон уйныйлар. За долгий и интересный путь в 265 лет в селе произошло много изменений. С каждым годом Кырмыскалы приобретает новые очертания. Независимо от времени, ключевым активом по-прежнему остаются его жители. Кырмыскалинцы изо дня в день формируют облик и характер этого места. Из скромной деревни Кырмыскалы преобразилось в активное и процветающее село. Новые дома, парки и предприятия стали неотъемлемой частью этой эволюции. Здесь процветает и развивается сельское хозяйство, малый бизнес и традиции ремесел. Мы видим, как сельская местность оживает и становится еще более привлекательной для жизни. Сегодня у нас вообще-то праздник, наш юбилей, 265 лет нашему любимому населенному пункту, селу Кырмыскалы. Конечно, мы шагаем семимильными шагами, движемся вперед. Что мы хотим еще сделать, то проектов очень много. И они задуманы, проекты, таким образом, чтобы что-то менялось. Например, хлеб кармыскалинский, который у нас сейчас бренд наш, мы хотим, чтобы там был прекрасный памятник. У нас есть по парку Нескучному еще расширение. У нас придумана зона, при которой хотим, чтобы все дома улицы Кирова-Садовой были покрашены с прекрасным орнаментом. Мы мечтаем о лыжероллерной трассе, которая сейчас только лыжная, там есть кафешка небольшая. Мы думаем, она станет еще и роллерной, и там пешеходной, и все что угодно. Зона отдыха, которая прекрасна. Логическим завершением праздничного мероприятия стала концертная программа при участии коллективов художественной самодеятельности, где были представлены национальные и патриотические блоки.